этой чудесной туристической базе до Турели. Сегодня мы проведем обед с Айталом Яковлевым, кандидатом исторических наук, в рамках наших мероприятий на этой турбазе. Сегодня мы посвятим тему женщине. Да, потом. Да. Еще раз спасибо за то, что приехали сюда. Историки, философы, социологи, все гуманитарии до сих пор мы спорим. И мы, вот человек создает среду или среда создает человека. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Например, да, вот есть поговорка. Это раз. Но с другой стороны, человек, он... Что такое человек? Человек — это субъект культурной активности. Он правильно говорит, человек — это же не дерево. Он сам создает что-то, творит, выбирает. Вот у нас есть ювелиры, например, да, все, что они создают, это же человек делает. И самый удивительный момент, чтобы ответить на этот вопрос, мы, историки повседневности, спотыкаемся, начинаем говорить: так, подождите, человек-женщина, человек-мужчина. Вот. Кто создает в какой момент? И вот мы уже начинаем, да, вот открывать вот эту среду и как это формируется. И, наверное, сейчас, не актуально такие вещи говорить, или плохо, или хорошо, да, но есть такое понятие, как женский мир и мужской мир. Но сейчас, в 21 веке, это гендерные моменты, они стираются. Как же? Это стирается, это хорошо, мы оцениваем это как раз хорошо, все идет. Почему? Потому что сравните вот развитие общества, сравните развитие государства и среды как таковой, да? Очень яркий пример, который я всегда использую в своих лекциях. Девочка 12 лет. В 17 веке в Якутии. Девочка 12 лет в Якутии в 21 веке. Чувствуете разницу? Это даже не просто разница, мы даже начинаем чувствовать запахи, восстанавливать какие-то вот среду какую-то, да? Потому что 12-летняя девочка, вот этот момент, 12-летний мальчик в 14 веке, да? В Мегино-Кангаласском улусе, и 12-летний, 14-летний мальчик в Мегино-Кангаласском улусе сейчас. Это какой класс сейчас 12-летний мальчик? Какой класс? 6 класс, да, вот 6 класс. И вот как раз вот возраст, пол, они дают возможность нам дать четкие какие-то ориентиры, маяки, чтобы вот определять качество времени. Вот этот момент. И сегодня мы будем говорить не про 21 век, но все равно будем возвращаться, потому что все познается в сравнении, да? И я постараюсь на своей лекции затронуть традиционное время. Традиционное время. Что такое традиционное время? Это когда мужчина был мужчиной, а женщина была женщиной. Так? Какие-то социальные роли, они были четко регламентированы, видны и понятны. И сейчас, в 21 веке, когда идет культурная глобализация, что такое культурная глобализация? Это стирание идентичности. А идентичность человека, она прежде всего, скажу непопулярную вещь, наверное, да? Она определяется с пола. Я мужчина, я женщина, я девочка, там, да, вот это, потом студент, саха и так далее, и так далее. И вот это нам играет очень такой интересный момент, то, что даже сейчас это стирается, гендерные моменты. Почему стирается? Сейчас не надо охотиться. Не надо охотиться, не надо быть коневодом, табунщиком. Сейчас мы с вами живем. Традиционное время — это время, когда человек жил в мире духов. И чтобы жить в мире духов и выживать в мире духов, ему надо было что делать? Все время кормить огонь, кормить лес, куда он ходит, да? А сейчас мы с вами живем в мире кого? Чиновников, юристов. И нам, чтобы выжить в этом мире юристов, чиновников, у нас должны быть госуслуги, телефоны, смартфоны, да? Каждый писать заявление, вот эти постоянно, вот, паспорт, ИНН, СНИЛС, да, это вот такой мир чиновников, мир юристов, государства, права и так далее, и так далее. Традиционное время археологи, этнографы, я не археолог, не этнограф, сразу скажу, не залазу, историк, да? И традиционное время считается в Якутии. Когда появилось традиционное время, традиционная культура? Все-таки в 19 Да, 19 век. Есть очень красивая книга Слепцова «Традиционная семья. Обрядность у якутов. 19 начало 20 века». Как раз это традиционное время. На русском написано? На русском. Хорошо. На русском? Еще раз, а что такое традиционное?
Сейчас дойду до традиционное время, пока мы говорим традиционное время эпоха. Вот мы же входим на эсэх. Сейчас современный эсэх это такое место, где сахалар пытается быть саха. Одевается вот во всю традиционную одежду, да? А эта традиционная одежда, она появилась, сформировалась окончательно в конце 19-го, начало 20 века. Это французская мода, которая адаптирована русской культурой, и мы переняли ее очень красиво, и сейчас мы как бы это... Я последний раз был в этом году на эсэхе Туймады, для меня это очень большое, потому что как раз работа кого? Мастеров, ювелиров, кузнецов, да, которые работают с кем? С этнографами. Еще раз говорю о том, что вот есть моя ювелирная мастерская, которая не творит откуда-то из воздуха. Это реконструкция. Работают с археологами. Есть книга «Архаичные украшения якутов», да? Книга монографии Александры Прокопьевой и Капиталины Яковлевой. Это мои любимые коллеги, друзья, товарищи. Что такое традиция? А традиция — это навыки, приемы выживания в определенном ландшафте. То есть я захожу в эту тайгу, и я оттуда выйду живой. Почему? Потому что меня научил отец жить в тайге. Видите? Опыт, который передается. Так делал дед. И чтобы объяснить, ты начинаешь, вот какие-то сакрализации идет. Священие, да. Оформлено, да, оформляется, да, вот этот момент надо понимать. Огонь, это уже святое. Да, да. Ну, я вот как доцент, да, вот как ученый, я кормлю огонь и искренне верю, что у меня перед душой искутахман, да, вот это однозначно. Идентичность, веру там АИНРГ. Вот такой момент. Традиция, понятно. Традиция — это то, что состоявшееся, то, что передается из поколения в поколение, это то навыки, приемы выживания в определенных социальных, природных ландшафтах, будем так говорить. Теперь дальше идем. Какое время традиционного народа саха? Это время, когда сахалар, якуты жили по Аласам, да? Это время, когда богатый, наиболее богатый, влиятельный саха, якут, это был кто? Скотовод. Сейчас наиболее влиятельный, богатый, это кто? Влиятельный? Ну, чиновник. Я, например, в своей диссертации был такой вопрос, да, вот кто живет хорошо в Якутске? Кто жил хорошо в Якутске 100 лет назад? Чиновники, купцы, извозчики и поденные работники. Какие? Поденные. Наемники. В основном это наемники, они работали плотниками. Все, вот 4 категории. Да? В Якутске сейчас, в 21 веке, кто хорошо живет? Чиновники, купцы, таксисты и опять же наемные работники. У них есть всегда деньги, да, получается? Курьеры, например. Да? Вот ничего не меняется. Это повседневность, это среда. То есть традиционная среда якутская, она появилась 100 лет назад. Дальше идем. Где-то до революции, до 1917 года, якуты жили по Аласам. Якутская деревня появляется совсем недавно, буквально 50-е годы 20 века, да, и сейчас говорят о том, что традиционная культура народа саха держится в селах. Скажу так, плохие прогнозы, как историка, да, и как человек, который занимается современной культурой, когда деревня вымрет, она вымирает сейчас, традиционной культуры как таковой у нас будут носители только мастера, ювелиры и ученые. Как сделать так, чтобы деревня не вымерла? Вот вопрос хороший, да, вот сейчас. У нас есть какие-то дотации, какие-то субсидии, какие-то, например, ты корову за корову дойную, да, дают деньги, например, если ты не сдаешь молоко. Это поддержка сельского хозяйства, чтобы сахалар занимались скотоводством, потому что скотоводство это есть самое главное богатство и то, что делает основой идентичности народа саха. Традиционная культура народа саха спряталась, знаете где? Даже не в Аласах, она спряталась между Сайлыком и Кыстыком. Кыстык, Сайлык и Кырдыгар. Кыстык это что? Кыстык это зимовка, зимнее пастбище, зимовка, места, где зимуют люди со скотом своим. Сайлык это летнее пастбище, туда вот переезжает. Понятное дело, переезжает Сайлык, Кыстык, богатые скотоводы, у кого много коров. А если у тебя 5 коров, как Бейберика на Мяхсе, да? Зачем тебе 2 аласа? На одном аласе можно спокойно 5 коров прокормить. 5 коров это очень много. Это очень много. Теперь дальше идем. У нас лекция называется, как называется? Далбар-хотун. Вот что такое Далбар-хотун? Кто знает? Это род, женщина рода, которая благословляет весь род и держит весь род. Далбар-хотун, не всегда. Детей Что такое долбар?
Долбар – это двор, огороженная территория. Да, вот, долбар, терген, да, вот, долбар, хотун, хозяйка вот этого момента. Женщина, когда говорят про женщину, опасная тема. Почему опасная тема? Потому что спотыкаешься, опять же, говоришь про матриархат и патриархат. А вот как историк повседневности, я начал сомневаться, да, в это определении матриархата и патриархата, потому что это очень такие категориальные, четкие, однозначные такие какие-то категориальные, ну, категоричные мерила, потому что отношения между мужчиной и женщиной у нас саха это очень тонкие моменты. Матриархат это когда женщина во главе общества, например. Да? Патриархат это когда вот глава всего это мужчина, да, вот. Но когда мы говорим про саха, это надо говорить с точки зрения скотоводческого народа. Потому что женщина у скотоводческих культур, да, это доказанный факт, может лучше скакать на лошади, чем мужчина, стрелять из лука быстрее, метко стрелять будет лучше, чем мужчина, например. То же самое у оленеводов, да? Типа оленеводы, там говорят, вот это матриархат, да, вот это, да, вот там женщина во главе, там матриарх. Потому что женщина, она держит чум, да, вот это. Она сама собирает, она вот это все делает. А мужчина где? Лежит на диване, смотрит сериал. За оленем. Он не ходит, он бегает за этими оленями, да, вот по 100 километров каждый день он бегает туда-сюда. А женщина вокруг чума 100 километров ходит. Там вообще там жуткая работа, да, тяжелая. У скотоводов то же самое, да, вот этот момент. У женская культура, она вот такое определение очень красивое, да, вот женский мир. Из чего он состоит? У меня был, например, я говорил с доктором наук политических, Петров Юрий Дмитриевич, я тогда был аспирантом, такой молодой совсем, и он говорит, зачем ты занимаешься повседневностью? Говорит. И он задал вопрос, а кто формирует повседневность? Женщина. Женщина формирует повседневность. Мужчина живет в мире женщин. Да? Почему сейчас у нас в Якутске кризис мужской? Почему мы, мужчины, живем плохо? Мы сейчас вот ехали, да, и говорили, вот, мужчина, он мучается, а женщина страдает. Да, вот, и друг другу вот, женщина всю жизнь мучается, мужчина мучается, а женщина всю жизнь страдает. Женский мир, она формирует повседневность, среду. Помните, мы говорили, кто формирует? Человек формирует среду или среда формирует человека? Женщина, она формирует повседневность. Что такое повседневность? Это быт, хозяйство, это постоянный какой-то ритуал, повторяющийся. Мама что делает утром? Вот мама что делает? Завтрак готовит. Заставляет всех проснуться, чистит зубы, собирает мужа на работу, детей в садик. Потом зажигает свечи, выгоняет вот эту всю скверну, вот этого утра, да, вот этого с 7 до 8, да, вот этот скандал. Вот как просыпается? Нормально. Вот нет же такого, как в американских фильмах. Ой, маленький мальчик там целует в лобик, там проснись, он такой весь готовый, красивый, зализанный. Прическа садится, ест этот панкейки, да, и идет такой, мама, пока, я тебя люблю, и уходит. Но нет такого. Как вот нормальное утро у человека нормально. Опаздываем, быстрее, там, туда-сюда, там, он ходит там в трусах, там, не понятно. Это бытовуха, это повседневность. Также женщина, она формирует повседневность, и не зря говорят, что женщина это хозяйка очага. Однозначно, это я уважаю очень сильно. Почему? Как огнепоклонник. Потому что женщина, она хозяйка очага, потому что огонь, внимание, горит здесь и сейчас. Да? Ребенок маленький хочет есть когда? Здесь и сейчас. Не вчера и не завтра. Ребенок хочет есть здесь и сейчас. Да? За ним надо смотреть здесь и сейчас. Здоровью надо смотреть здесь и сейчас. А мужчина в традиционное время? Он живет где? На охоте. Он живет, да, он живет, вчера живет и завтра живет. Вчера я завалил лося, вот такого. А завтра пойду в тайгу, еще добуду такого. А жена такая, да, молодец, и кормит ребенка, давай, да, вот. Я вот задаю вопрос, провокационный вопрос своим первокурсникам. Что хочет женщина от мужчины? Стабильность, добытчивость. Да, стабильность. Чтобы было, да, чтобы было, очень красиво сказал, чтобы было вчера и завтра, постоянно. Чтобы было вчера. Самый мощный мужчина тогда кто такой? В историческом пространстве,
де-факто вот Чингисхан, да, вот Темуджин, Чингисхан, он сделал стабильность во всем евразийском континенте. Ну, как сделал, это уже отдельный вопрос, да? Но он сделал так, что итальянцы писали удивительную... В Европе писали и говорили, что там происходит на Востоке? Там дикари, вот эти азиаты из этого, откуда-то вот эти, да, вылезли, но девственница, опять женщина, видите, да? Девственница с мешком золота могла пойти от Крыма, да, вот до Каракарума пешком, и обратно вернуться и не потерять девственность и мешок золота. Это порядок, это стабильность. А женщина получает стабильность, начинает рожать, ресурсы появляются, мужчина начинает работать, они на войне постоянно, да? Порядок какой-то. Детей начинают рожать, и эти скотоводы, их становится в Евразии много-много-много, и часть скотоводов как раз вот начинает откачивать до сюда, до долины реки Лена, и так появляется скотоводческая культура, скотоводы. Алас-Тарга. Аласы — это степные оазисы в тайге, море, океане, вот островки, да, вот степные островки в тайге, потому что у меня коллега как-то спросил, что такое Алас. Я такой, Алас — это колыбель, прям якутская культура. Он говорит, ладно, базар нет. А что такое Алас конкретно? Что там растет? И я вот как историк начал изучать траву. Какая трава растет в Аласах? Читать книги, статьи ботаников, да, вот, ландшафтоведов, географов. И для себя удивительное, для себя открытие было то, что там растет как раз степная трава, степные травы. Когда мы говорим про традиционное время это 19 век, мы сказали, это 19 век, когда начинает формироваться вот это традиционное время? Традиционное время нам дают ответ археологи. Они говорят, сейчас археология дошла до такого уровня, что мы... Да, этнографы говорят, вот Анатолий Игнатьевич Гоголев, он четко говорил, да, вот формирование якутской культуры начинается 15-16 века. Археологи сейчас это еще раз доказывают. Вот сейчас находят погребения якутские конкретно, которые буквально датируются вот 15 век, там, да, даже еще глубже. Копают в Сунтарах, копают в Нюрбе, копают в Мегино-Кангаласском улусе. 400 захоронений, из них 170, из этих 160, по-моему, да, из 400 захоронений якутских, 160 это женские, из этих 160 тоже 60 четко определен пол и возраст. То есть в 15 веке начинают проникать сюда скотоводы. Скотоводы с югов. Я не говорю саха, слышали, да, вот как автохтономист, я говорю скотоводы. Начинает проникать и начинает формироваться скотоводческая якутская культура здесь, в Аласах. Потому что традиционная культура, еще раз повторяю, якутская, между Сайлыком и Кыстыком. Да? Плюс еще скотоводство — это производящее хозяйство здесь. Самое северное, самое арктическое вот скотоводческое хозяйство — это вот Сахалар, производящее. Теперь вопрос, какова роль женщины в этом производящем хозяйстве? Ну, мы говорим о том, что матриархат и патриархат тут не работают. Потому что женщина, она, как пишут этнографы в 19 веке, женщина могла принимать... Для них это был парадокс, как в восточном мире, да? Женщина принимает мужчину, когда хозяина дома нет. Она принимает, садится с ним рядом за стол, начинает вести беседу. Откуда, кто там, так далее, так далее. Если она богатая, ей помогают вот эти девушки, да, вот, Хамдачитар, там, вот это, да, вот этот. Есть очень красивая книга Слепцова «Традиционная семья. Обрядность у якутов. 19-й, начало 20 века». Как раз это традиционное время. Ну, патриархальными традициями определялось положение якутской женщины, которая пользовалась в семье гораздо меньшими правами, чем мужчина. По существенным нормам девушка она должна была беспрекословно подчиняться отцу. После свадьбы попадала в зависимость от мужа. Единственной защитой для замужней женщины в новой семье был муж. Если же он отличался суровым нравом, то положение молодых женщин было очень тяжелым. Это так. Но также еще есть такая среди. В существующей литературе вопрос о положении якутской женщины рассматривается несколько односторонне. Большинство авторов ограничиваются, как правило, освещением только отрицательных сторон жизни женщин. То есть, когда образованные женщины, ну, люди начинают, и мужчины говорить про жену, и говорят, вот она забита. Но не так. Муж, прежде чем принять решение по какому-нибудь хозяйственному вопросу, обязательно советовался со своей женой. Женщина пользовалась в семье большим уважением и почетом со стороны детей. Непослушание, неуважительное отношение к ней считалось совершенно недопустимым. Среди якутских женщин нередко встречались такие, которые стояли во главе семьи и умело руководили своим хозяйством. Басджахтар. Женщина-глава. Чаще всего это наблюдалось в семьях, где муж болел или был безответственным, безалаберным. Такая умная, толковая женщина у якутов пользовалась большим уважением.
Отношения между супругами характеризовались сдержанностью и даже внешней суровостью. Ласковое обращение с женой, особенно при посторонних, у якутов не было принято, считалось недостойным мужчин. В принципе, оказывается, я настоящий якутский мужчина, и у меня жена, оказывается, настоящая якутская женщина. Потому что любое хозяйственное решение, да, вот я советую со своей женой. Кроме работы. Потому что она этнограф, а я историк, ну, как бы на работу тему не говорим, потому что начнем ругаться друг другу. А этнограф классический, я современный историк. Зачем мне жена, которая не права? Так? Так же? Зачем мужчине жена, которая не права? Вот когда мы говорим про бесправное положение женщин, да, в традиционном обществе, мы можем говорить про земледельцев. Самое главное богатство в земледельческой культуре это что? Земля. Она принадлежит кому? Мужчине. Потому что мужчина может пахать, тяжело пахать от горизонта до горизонта. Мужчина все время шагает в поле. Почему мужчина в поле, земледелец, ему жена что делает? Носит еду в обед. Потому что мужчина, если он будет ходить от горизонта, будет ходить домой, кушать, да, в это время потеряет. На Руси, в средневековой Руси, в той эпохе, о которой я рассказываю, да, 15-16 века, было такое понятие, как оприч. От этого слова происходит, кстати, слово опричнина. Да? Иван Грозного, оприч. То есть вся территория, вся вот богатство, которое кроме части женщины. То есть женщина тоже в России, она была как бы тоже в юре в 16 веке, она вот, и в 17 веке, да, вот она была вот как-то вот защищена. Но в традиционном обществе, да, вот эта женщина не могла выйти без мужчины, например, да, вот. А в русской культуре, например, воду носила только женщина. Да, вот эта роль такая, да, вот эта коромысла, да, вот эта женщина носила. А женская обязанность какая была у якутов? Детей рожать, это, ну, однозначно. Беременность – это нормальное состояние женщины, да, вот считается. Ненормально, когда это, ну, она, может быть, не с здоровьем проблемы какие-то, да. У всех, мы говорили на лекции, я говорил, да, мы говорим про историческую память, как влияет женщина. Как женщина формирует нашу идентичность народа Саха. У каждого у нас, у якутян, есть история. Моя бабушка, или прабабушка уже, да? Имела 18 детей. Рожала, там 12 раз из них выжило 3 ребенка. Вот у меня такая история. У всех у вас такая же история с прабабушками, да, вот этот момент. Это вот суровость нашей природы, общества, может быть, да, то, что вот медицина, бытовые какие-то условия очень... И сейчас, например, даже вот столетний план, помните? Кто написал столетний план? Великий столетний. Там же написано было, мужчина не будет бить свою жену, женщина будет рожать в удобных условиях, там очень красиво написано. И сейчас мы с вами живем, это, кстати, в этом году 100 лет Черяеву, да, вот, Гаврилу Иосифовичу. И вот как раз вот Черяев, это человек, который вот выполнил вот этот 100-летний план. И нам сейчас нужен другой столетний план в 21 веке. Какая задача, да? Вот этот. Так, это была ремарка. Женщина, мы говорим, традиционное время, это время, когда якутское общество, оно было вот таким сословным, будем так говорить, да, сословным. Был Талбархутун, это хозяйка. Она сидела и просто что делала? С утра начинала командовать, кричать на своих вот этих дочерей, там, Аймахов, Хамначитар, Клуттар, Бэпаев, ну вот это, да, вот это, да. Вот нет какие-то проблемы, да, вот. Она сама не работала. То есть у нее были коровницы. Там. Притом, например, у моя прабабушка, которая жила в конце 19-го, начала как раз в это время, она растила своих сыновей без отца, то есть без мужчины. То есть он умер рано. Поэтому мы Яковлеву, да, вот они вот сели один раз за ужин, да, и сказали, давайте мы оставим имя своего отца на века, и вот примем фамилию как Яковлева, да. Мы и вот Яковлев. У нее было больше 12 коров. Это уже богатство, да, и она нанимала работников, арыга, то есть масло делала излишки, да, и она нанимала работников, хамначитар, которые приходили и косили сено, дрова там делали, что-то там по хозяйству, да, вот, и, конечно, парни ему помогали, мальчики. Вот это традиционное хозяйство. Притом она оставила очень много таких царские деньги, да, вот прямо вот такой, это в тайге. Вот Верхневилюйский улус, где-то Тюкен, вы знаете, да, наверное, Батулу, там в Сесмеге есть такая территория, и у нее вот такая вот пачка денег царских осталась, да, вот, с тех времен. Вот, хорошо, вот зажиточно же там чуроны, чепраки от нее остались, да, вот Лейбирь. Вот это вот женщина,
Да, вот бабушка, моя прабабушка. Это история лично, конкретно моей семьи, прабабушки. И когда говорят, что женщина якутская была забита, в принципе, да. Почему? Потому что все, опять же, упирается в личные отношения. Вот есть Тыгын Дархан. Слышали? Талан написал очень красивую книгу, просто эпохальная книга. И там есть вот мифы, легенды, вот Люгей, красавчик Тойон, да, вот тоже князь Тойон, Бургонских, да? Что он делает? Что он делает? Он такой троллит своего кровного врага, Тыгын Дархана, привозит во время его эсэх, привозит, говорит, вот кто выиграет, самый лучший ботур, да, вот Бгей возьмет мою младшую дочь Мааныкыс, да, вот это все. Что делает Люгей? Он же привозит этого Майраттебертхара. Он кто? Кто он? По жизни кто? Балаксыт. Балаксыт. То есть уровень, да, вот сословный, самый, ну, дальше уже эти Кумалан, да, вот Кумалан. Он Погуттар, то их Суттар, всякие разные вот эти историки тоже может быть, да, вот Осторы. Нет, не отщепенцы, те, кто ничего не производят, ходят, что-то... Инфо-цыгане, да? Ну, не инфо-цыгане, нет, это не инфо-цыгане, да, точно. Он Когодогоднер, да, вот он же старик обычно, или то их Судамяхсин, да, вот это вот. И Балаксыт этот, я вот понимаю, как отец дочери, да, вот, который 15 лет, я вот понимаю обиду Тыгын Дархана, да, вот Люгей такой подлец, да, такой четко такой троллинг. Вот Балаксыт, и она же уходит туда, потому что даже Тыгын Дархан не может что делать, от своего слова отказаться, это раз. Плюс еще же, смотрите, какая традиционное общество, давление общества, да, среда какая. Он же мог сейчас сказать, что это такое происходит, да, вот это, нет, я такого не будет, а он же отдает дочку Балаксытка. Народ не поймет, да, это раз, это... Женщина должна жить с кем? С мужем. Да, по традиции, да, вот слушаться во всем. Это Мааныкыс Рейдах, там она идет туда и живет в этом. Главное отличие историка от этнографа-археолога. Археолог, весь предмет есть, факт есть. А дальше он молчит, археолог. А я историк. Я могу все про всех сказать. Да, я как бы, у меня безлимит, да, вот интерпретации, да, история. Нет. История это точная наука, потому что она опирается на факты. Но она гуманитарная, потому что она интерпретирует эти факты. Видите? Да. И как вот тут кто как интерпретирует. Я же не говорю, что давайте вот Сахлат прилетели с Марса. Вот это уже инфо-цыганство, да, вот этот момент такой тонкости. А что он имеет в виду, когда говорит инфо-цыганство? Инфо-цыганство это... Ну, когда есть факты, можно его всяко обосновать. Да, типа, не было этого Куликовской битвы, не было там... Мы не выигрывали Великую Отечественную войну. Да. Это как-то передергивание фактов, будем так говорить, да, вот это. И какие-то выгоды от этого получают. Дальше идем. Балаксыт. Женщина, например, у нас в якутской культуре очень такая... Вот мы плавно переходим к сакральной теме. Женщина, вот Саха Джахтатаналах, Аилах, да, все боги. Вот как раз матриархальность, вот матриархат, какой-то элемент матриархата в якутской культуре он есть. Аигт и Яхсик. Все богинь-то больше, чем богов, да? Или нет? Наоборот? Ну-ка. Их больше или меньше? Тоже, вот это тоже оценивается. Смотрите, все-таки якутская культура традиционная, это мужской мир, потому что богов мужчин больше, однозначно. Ну там животные еще есть. И Челербалар, да, вот духи хозяева Срединного мира. Как ее зовут? Хозяйка Срединного мира? Анна Лахчумхуту. Первый кымыс, вот первое, когда кормишь огонь, ты говоришь, вот кормишь огонь, да, вот Хатантемире, да? Правильно же говорю? Кормишь, потом Анна Лахчумхуту, духов, вот хозяйку всего мира, да, вот, как бы, и потом уже по иерархии идешь наверх. Есть очень красивый такой момент, да, вот доказывающий, что матриархальные элементы есть в традиционной якутской культуре сакральной. Байнай. Кто-то говорил про Байнай. Опишите Байнай. Он кто, мужчина или женщина? Мужчина. В летах. Ну, смотрите, когда мужчины уходят на охоту, Байнай как приходит к охотнику? Обнаженная женщина. Обнаженная женщина. Серьезно? Красивая. Значит, И удача. самый молодой охотник
должен с ней переспать. Тогда будет красиво. Это как раз архетип, как раз вот этнографы говорят о том, что Байней раньше, до прихода скотоводов патриархального, она была женщиной, да, хозяйка тайги была. Кто сильнее в этом иерархии шаманов, будем так говорить, да, вот тех людей, которые общаются с потусторонним миром, с миром духов? Самый такой топовый уровень — это Кющик. Кющик, кто такой? Кто такая? Кющик? Гончар. Гончар. Чаще всего это была женщина. Женщина, она лепит. Она же сидит около очага, посуду делает. Вот у якутов традиционная посуда — это чорван. Да. Но это не это керамика. Потом она такая, ну, не фарфор, конечно, да, но керамика такая толстостенная, очень такая добротная посуда. Это вот, и это делали кузнецы, идут там где-то, да, вот, и вот у Оютар они агас говорят. Агас что это значит? Старшая сестра. Агас. Потому что вот сакральный момент. Женщина. Почему мужчина это плохой? Я вот в комментариях написал, да, себя там на канале. Кстати, у меня канал называется «Записки провинциального историка». Кто не подписан, приглашаю. Так вот, что мужчина это плохая версия человека. Это факт. Потому что мужчина может только что делать? Убивать. Уничтожать. Добывать. Ну, ты как бы медведя, ну не медведя, а оленя ты же кушаешь не живого. А женщина, она что делает? Рожает, дает жизнь. Да, дает жизнь. Она рожает, она воспитывает ребенка. Воспитание — это передача культуры, культурных кодов каких-то. Культура что такое? Культура — это то, что появляется в семье. Культура — это то, что создает женщина и передает этому, как его, ребенку. Сакральный момент, да? Вот про этих монголов. Когда монгол спускается с лошади, он превращается в китайца. Так же говорят. Я такой читал, я такой, ничего себе. А потом такой понял. Ну да, в принципе, да, вот монголы, они что делают? Воины, да, на лошадях завоевывают китайцев, например, женщин, китаянок. Китаянка учит ребенка монгольской культуре или китайской культуре? Китайской, конечно. И парень, и вот один раз, а скотовод, он же все время где-то скачет там, да, вот он приезжает, и вдруг сын говорит, я не хочу быть скотоводом, я хочу быть чиновником. Завтра я буду сдавать экзамен, я вот учился в университете, да, я вот хочу быть госчиновником. Вот такие пироги. Дальше идем. Кючи, да, вот. Потом идут кто? Кузнецы. Потом уже дальше идут... Нет. Удаван. Да, удаван. Удаван. Ага, потом? Уют. Потом же эмчит, отогут. Алгощит есть? Алгощит. Ну, алгощит, тут есть спорные моменты, да, вот как раз эта тема, с которой мы, как сказать помягче, дебатируем, дискутируем со моими друзьями этнографами, да, они говорят, вот, есть белый шаман, там, черный шаман, да, я нет, у нас только есть один черный, ну, не черный, а вот шаман есть только. Не шаманизм, да, вот, а шаман. А шаман, он берет силу откуда? С нижнего мира. Алгощит — это даже вот самый старший в роду может быть. Даже маленький мальчик может стать алгощитом. Вопросов нет. Вот как обряд алгыс проходит у нас сегодня, да? Вот самый старый в роду говорит. Почему алгыс говорит самый старший, самая старая, старшая или самый старший в роду, в семье? Уже общается. Он общается с предками. Перед тем, как Он общается с предками. Его слова быстрее дойдут до кого? До предков. Почему маленькие дети стоят крыльями караулов? Невинные. Почему? Потому что через их уста, а это дети, маленькие дети, они ближе к чему? К природе. Их слова, произнесенные, да, может быть, повтор алгощиту, да, они дойдут быстрее до сил природы. Видите? Вот такие вот моменты. А там мужчина говорит алгыс, женщина говорит алгыс, без разницы. Вот это. Когда-то вот я вот, ну как старший брат в семье, я хожу в гости, как обычно бывает, своих братьям, сестрам, да? Открываю холодильник, смотрю холодильник, такой, давайте чай дехвым богатым, садюсь, чай, буман, накинь до чай, куда берем, и потом начинаю бухать, как старик.
И у меня еще роль такая есть. Я каждое утро просыпаюсь и пишу в группу аймахов. Ну, кто вышел замуж, что там, как там, кто там, что там. Да, что, давай, Коля, давай, быстрее, я уже старею, давай, где там невеста? Нашел, вчера что делал? Нашел невесту? Нет, это моя роль, как самого старшего. И сестра одна моя пожаловалась, говорит, вот Айтал достал, говорит, что-то ходит, там чаи пьет мои, что происходит? Он меня бесит уже. На что мой отец сказал, когда твой старший брат к тебе в гости приходит, и приходят, за его плечами стоят наши предки. Его глазами смотрят, ну, наши предки. Я такой испугался, реально испугался. Большая ответственность, да, вот. Потом подумал, так, чик-чик-чик посчитал, и где-то вот по иерархии, да, вот я где-то уже там, ну, уже близок говорить алгыс. Ну, 40 лет мужчине, да, вот состоялся как мужчина. И каждый раз, когда я приезжаю в родную деревню, в родной Улус, да, вот я все время с этими со старшими сестрами, старшими дядьями, да, вот здоровье, как здоровье, там, потому что ответственность большая. Потому что если они уйдут, то я буду отвечать за них всех. Как язычный говорю, да, вот этот, ну, культ предков. Вот такой момент. Видите? Удаган. Сейчас мало, ну, сейчас нет кузнецов, которые прошли обряд эттели и посвящения. Почему? Потому что ключевой момент. Эттети, что такое? Эттети. Шаманская болезнь. Кусочки на 7 или 9 кусочков разрезают. Ну да, вот Абаглар, вот нижние духи, они что делают? Демоны, они кушают его мясо, сюр, да? И когда шаман камлает, он же призывает этих демонов, которые вкусили его мясо. Видите? И шаман он такой смотрит и говорит, так, я тут проблему решу, потому что мои как бы помощники, они с этой проблемой поборят, ну его. Они такой смотрят, не-не-не, я тут никому не помогу, вот, знаю такого человека, у него крутые, ну, больше, да, вот, шансов победить вот это зло. Вот такой момент. Или они там просят там какие-то моменты, да. И вот когда шаман и кузнец в якутской культуре, они проходят одинаковый обряд по инициации. Эттели. Что происходит? Удаган, без удаган, кут нельзя вернуть обратно. Якут. Вот и якут убегает, ну, улетает наверх, или там в нижний мир, да, и удаган, она что делает? Камлает и крадет вот этот якут и возвращает. У нас вот такой момент. А для этого надо камлать, то есть надо подниматься или в верхнюю богам, если ты уравнован, да? Вот такие вот моменты, и сейчас у такого уровня нет, по-моему, да? Там, которые камлали бы, поднимались бы на какие-то уровень неба, или там спускались в темные места нижнего мира, да, и там вот как-то спасали вот этот кузнеца или шамана. Вот такой момент. Но шаманы есть однозначно, это в якутской культуре. Удаган он сильнее. Дальше идем. Когда мы говорим про сакральность, хранительница очага, например, да, передача культуры. Женская роль в якутской традиционной культуре – это не просто передача каких-то знаний, да, но еще и что делается? Обеспечивание культуры, обеспечение культуры как таковой, существование культуры. Те же самые, например, узоры, да, вот шитье, одежда, все на руках у женщин. Так? И когда мы говорим про повседневность, Далбархутун, мы должны понять о том, что она не просто держит хозяйство, но она еще и в скотоводческой культуре, она является вот как раз показателем уровня богатства, влияния какого-то рода или семьи. Когда мы говорим про традиции, сакральность, мы должны говорить еще про самая любимая тема – халым. Да, вот это. Что такое халым? Халым. Сулуи говорят. Вот тут у Севцова есть такой интересный момент. Что означает халым? Приданное. Это приданное. Халым это что? Выкуп. Как понять выкуп? Хозяйство. То есть женщина, она главный работник. Она смотрит за скотом. Если женщина стоит, уходит, кто будет смотреть за скотом? И эта компенсация идет халым.
В старину выкуп состоял из 7 определенных частей. Сулу, первая часть, основная, которая обязательно возвращалась в случае расстройства свадьбы. Уплачивается скотом. Курум, часть калыма, идущая на свадебное угощение, оплачиваемая откормленным скотом в забитом виде. Ну, байтаган вот это, да? Сынгах конгнорор, раскрытие рта, подарок отцу невесты для получения согласия на брак. Хоннюхар кихи, плата за право жениха разделить ложе с невестой. Это уже 4-й этап. Это не тите, развертывание веревки, часть калыма, которую дают с тем, чтобы в приданной невесте была включена урага. Ну, сильная, да? Урага — это прямо конкретная заявка. Кёрдюркихи, часть выкупа для получения согласия родителей невесты на отъезд дочери в дом жениха. Ооннугар кёреркихи. Ооннугар кёреркихи, дословно подарок вместо дитяти. Часть калыма, как бы заменяющая родителям невесты их отсутствующую дочь. То есть 7 этапов? Последний год, Да, 7 этапов. Да, то есть это, конечно, это богатые. Если Выгоднее дочку иметь, получается. Видите, да, вот выгоднее дочь, говорят же, женщина бесправное существо, молчи в тряпочку, там сиди, там. Нет, это вот почему? Потому что одна женщина смотрит за 12-13 коровами. 12-13 коровами. Богатый смотрел на дочь как на политический инструмент. Точно. А если ты, конечно, нормальный человек, средняк, да, вот средний, нормальный кихивулахана, да, вот, что ты будешь, пантыгнуть 7 этапов Колыма, что ли? Нет, конечно, да. Давайте, кихиевичи будут, или тут отцы там здороваются, и все, да, вот как вот вообще свадьба была вот сейчас у нас, якутов, сейчас без Колыма же, или Колыма? Спасибо советской власти, да, и православному христианству. Почему? Потому что как раз вот Колым, система Колым, да, вот это она начала разрушаться как раз вот в 18-19, ну даже в 19 веке, говорят, был Колым. Колым — это компенсация, я смотрю как компенсацию затрат на дочь, затраченную, да, вот ты кормил ее, она маныкыс, да, вот она ела мясо хорошее, росла в хороших условиях, богатая, потому что богатство мерилось скотом. Женщина, она смотрит за 12 коровами, 13 дойными коровами, да? И есть теория очень красивая, я могу ошибаться сейчас, еще раз повторяю, да? Но у Тыгындархана по Башарину было где-то 47 коровниц. 47 коровниц. Де-факто 47 жен. Одна женщина смотрит за 12 дойными коровами, следовательно, у Тыгындархана было сколько лошадей дойных, коров дойных? Около 600-700 коров. Четко? То есть вот эта долина Туймана, которую мы сейчас смотрим, да? Она была полностью забита. Это только дойные коровы. Еще телята, еще бычки, вот эти, да, байтаганар, это просто от Табагинского до Кангаласского мыса, это полностью весь скот Тыгындархана. Теперь понятно, почему Тыгындархан постоянно воевал. Не он такой, а как бы среда такая. Почему? Надо же защищать этот скот. Конокрадов, тех, кто крадет скот, до сих пор мы кровно не любим. Да, вот это просто хаханаргахам и гарба, это есть в крови. Просто мы вот это вот сразу нашел конокрада, его сразу как бы линчуют, да, вот это. Сбили лошадку, это вот последнее вообще. Да, это что весь якутское общество и республика возмущается. Это что за человек даже вот какие-то так. Как раз был такой момент в маленькой деревне, я такой смотрю, такой пухленький, ну не пухленький, в теле. Мужчина идет по улице, и старичок такой говорит: смотри, видишь, почему он толстый? Я говорю: почему, говорю? Это его прадед съел, украл у этого лошадь, съел, и вот поэтому он такие толстые. Это было, не знаю, но прадед это когда было? Это в 19 веке, что ли, да? И до сих пор это помнят, вот это поэтому он толстый. И такой довольный, это вот... Передается из уст. Да, и вот это вот, если ты вот даже вот тюкрин, ну это же как бы вот это. И ты, когда дочь выдаешь за кого-то, да, например, ты вот спрашиваешь, кто откуда, Кимтенханах, Кимтенханах, кто откуда. Вот такой момент. Даже у меня, например, да, вот родители мои четко знали, да, вот с кем я встречаюсь, там тогда вот да, вот это что-то кто-то появился. И со стороны родителей жены, они тоже кто-то из Верхневильска, какой-то парень появился, да, вот языкастый, давай пробили две семьи, пробили родственные через какие-то контакты. Всегда так.
Да, вот, и я тоже хочу, да, чтобы я четко знал, да, вот, дочка у меня 15 лет, да, уже на выдании, да, получается. Чтобы генетику знать и так далее. Да, вот это очень тонкие моменты, Да, чтобы тонкие мы были моменты. здоровые. Вот самая главная жена, первая жена, как называется? Не знаю. Маанойох. Остальные Оджулуноих. Оджулун это как вот, ну, любовница, да, в таком формате. Ну, я... Маанойох. Главное, да, вот Маанойох. Мы же сказали о том, что в якутском обществе не принято между супругами показывать какие-то нежности, да, вот это. Многоженство в якутской традиционной культуре это, я вот провокационной темы говорю, да, вот это производственная необходимость. Производственная необходимость. Почему? Что произойдет необходимо? Многоженство это производственная необходимость. Ну вот жена смотрит. Вот корове смотрит, да. Да. Если ты бедный, зачем тебе в якутской традиционной культуре мужчина мог иметь столько жен, сколько он мог ее прокормить. Многоженство было запрещено в православной религии, и в Якутии было мало распространено. Почему? Потому что мало богатых людей, которые могли себе позволить. Ну, жена, потому что она, богатство не уходит в другую семью, другому человеку. Это раз. Второй момент. Многоженство, это получается старшая жена, если ты богатый. Богатые семьи договариваются. То есть договорной брак. Как понять договорной брак? По расчету. По расчету. То есть тебя никто не будет спрашивать, тебе нравится эта женщина или нет. То есть твои родители говорят, вот и первая жена, она как бы Далбархотум, да, вот она первая жена, она как бы живет с тобой. Потому что родители договорились. Нормально? А дальше уже по любви, да? Ну вот тут начинается следующий момент. Да, следующий момент. Давайте вольная фантазия. Смотрите. Первая жена. Когда выходит женщина в брак, выходила замуж в традиционное время? Ну, когда по договоренности. начинается Ну, 12, 13, 14 лет, да, вот где-то. Так вот, 14 лет, допустим, да, 16 лет, она смотрит за коровами, 12 коров. Она работает день и ночь, у нее коров много. И первая жена приходит к мужу, и что говорит? устала я. Не вывожу я. много. Давай это, вторую жену. И ты такой радостный, о, да, конечно. Смотри меня, я сама выигрывал. Мать, еще обрадовался он еще, да, вот зубы скалит. И первая жена выбирает вторую жену. Под себя. Помощницу, еду. Пахала, и ноги, чтобы были. Да, работящая, чтобы нормальная была. Рожала, что Так, вот они тоже. А мужчины уже где-то под 25, под 30, да, уже. 30 лет. И две жены встречаются один раз и говорят, короче, мы опять, ну, надо это что-то, да, делать. Ну, ты же скот не отдашь другому человеку. Даже сейчас, в 21 веке, бабушки смотрят за своими коровами. Вот сами не ходят еле, но они, я спрашиваю, а почему вы не отдаете с ХПК, да, вот, как долю? Если вы что? В смысле, корову свою отдать какому-то чужому дяде? Они там плохо за ним будут смотреть, вы что? И вот они вдвоем сидят и говорят, давай, типа, в третью. И тут включается, конечно, мужчина. Вы что, я вас так терплю? Давайте я сам выберу. И он, конечно, выбирает, ну, любимую этого там, там, не знаю, там, Аджулун, типа, да, вот. Третья жена. Это где-то под 40 лет, да, вот, по 35-40 лет. И где-то 40 лет, в моем возрасте, мужчина становится этим. Лябиар-булар. Как понять лябиар-булар? разговор. Ну, не болтает какие-то лишние вещи, непонятно. Сидит и болтает, кому пьет. И втроем они сидят и говорят, надо, короче, это что-то делать, совсем уже это. И находят молодую девушку, которая будет ему смотреть куда? В рот. И пусть нам мозги не делает, молодой делает, а мы будем далбархудуктар, да, они будут бай-дарбурбы. И они живут отдельным аласом. И он к ним в гости. И он к ним ходит в гости. Живет у одной жены месяц-два, потом едет второй 2 месяца, там тот живет, тот. И муж вахтовик. Счастливая жизнь. Счастливая женщина. Да, вот это мы рассказывали в прошлый раз. Сэх, да, вот сэх, да, вот. И женщины такие сидят, блин, а почему нам никто такого не рассказывал? Это же вообще хорошая идея. Мужчину видишь только в году 2 месяца максимум. И он, чтобы деньги давал. деньги дает? Да, вот. Нет, деньги не дает. Он тебе гарантирует скот, землю, он ездит со своими сыновьями и разбирается все на вкусе. А женщине Далбархотум. Она Далбархотум. У нее есть, это же родовые связи.
У нее есть свои родственники, братья, сестры, А можно подруги. сразу нехороший вопрос? Она же за это время может с каким-нибудь молодым Однозначно, работником? однозначно. Жена могла, да? Конечно. О, как хорошо. Даже Серашевский писал. Так, Серашевский писал о том, что Кюрсюголоргар, ну как бы дети Можно от я любви, это запечатлю? нет, относились нормально. Это нормально. И вот когда вот эта семья собирается летом в одну Маласе, никто не умер, никто не заболел, дети растут хорошо, никто там не утонул, там войны нет, эпидемии нет, болезни нет, и они, вот эта вся большая семья, Еус по линии матери, да, родственники, Агаус по линии отца собираются в одном месте и празднуют Исах. Вот. Бедный рыбак, он грыз спать. Почему у него? Потому что нет ничего. У него это, рыба только, все. Он приходит на праздник. Он приходит на праздник, рахтан мана, типа кирер, да, мана там одевается в лучшую одежду. Пустят, не пустят, да, вот если ты садишься там, не прямо там с этим Тойоном, Пегендарханом рядом, давай, Вася, как у тебя дела? А он где-то там чуть-чуть рахался, да, вот. Да, вот такой момент. То есть иерархия, да, вот этот момент. И о свадьбе договаривались именно зимой, в это время, да, вот зимой приходит человек специальный, который договаривается о кихикепсе такая сват. Главная отличительная черта якутского народа, общества, в том, что вот мы относимся к детям одинаково. Они там Кирсю-то там где-то, да, вот одинаково. Это человек. Кихи. Да, вот человек. А? Киги, да. Да, Человек. киги. Пришли Да, говорить про кровь. человека. Ну, все, кровь-то кровь, но все-таки человек же. И вот это матриархальная линия, потому что матриархат в какой-то момент сохранился в якутской культуре, потому что больше близкие родственники по матери. Да, получается, да, вот. И сакральный момент забыл сказать. Маски. Фото. Женщина, когда она покрывает лицо только мертвым. Вот, кстати, Да. интересно. Покрывает лицо только мертвым. Ну, маска. То есть это фату христианской или вообще вот, фату накрывает кто? Отец. Да? Перед тем, как или выводит. В сакральном плане это означает о том, что женщина, она умирает для своего рода. Да? Но всегда может вернуться День Мебарды. В сакральном плане. И она переходит, вот это сказка, да, Бибель Кальмясон, она переходит под защиту предков кого? Мужа. Да? И муж, жених, да, или там отец, или жених, да, он открывает эту фату, оживает. Поэтому, когда вы вот невесту, дочку, надо все время смотреть, чтобы она была вот под покрытием защитой предков. Поэтому даже смена фамилии, это как бы де юре, да, вот бумажку поменяла, да, но в сакральном плане, да, она как бы попадает под защиту рода. В сакральном плане, да, вот это защита. Когда человек попадает под защиту, ну и женщина, да, вот она же открывает фату, еще раз говорю, потому что она живает среди вот предков, среди вот семейного очага. Вот такой момент. Свадьба и похороны для историков, этнографов, они на одной плоскости. Да? Праздник. Для меня, как историка повседневности, смерть и рождение человека – это то, что выбивается из обычного времени. Ну, родовая память у нас есть в якутской культуре, это факт, это я признаю, он называется уджур. Уджур-ситиме. Вот этот, сила предков. Помните, там, как проверяли в традиционное время невесту, хорошая или нет? Это, вот видите, поясные украшения. Они что делают? Звенеть. И когда она заходит, не должна звенеть. А вот почему женщины украшения носят? Оберег, да, вот демоны, злые духи боятся звона металла. Да, вот это вот. И женские. Женщина, она, во-первых, мы же говорим, почему больше утаган сильнее, чем шаман? Потому что она дарит жизнь. Да, вот она близка к природе. А функция мужа какая? Мужчина какая? Балаган у нас все навозит. На быке. Его работа все навозить. Да, вот 6
Алтабугул максимум. Алтабугул это значит, он должен сделать как минимум 2-3 поездки, чтобы прокормить, ну, чтобы скот зимой день выстоял. Плюс он дрова курит в лесу. Плюс по дороге что делает? Как охотится? Якутская охота какая? Ловушки Силки ставят, ловушки ставят. Они ездят там на 2 недели, месяц стрелять там, да, черт знает куда, там на вертолете едет, попадает. Это досуг сейчас современный. Мужчина, например, да, если он пропадает на неделю-две, представляете себе, как это, кто будет дрова таскать, кто будет сено приносить коровам, потому что женщина, она смотрит за очагом, кормит детей, терпит родителей, мужа. А можно сказать, что теперь в современное время, что среда давит на человека, Да, а не человек? да. Мы с вами живем... То есть вот этот дисбаланс. Да. Мы с вами живем в очень странное время. С одной стороны, абсолютно свобода. Мы свободно живем, это раз. С другой стороны, мы с вами живем в эпоху цифрового тоталитаризма. Это цифровой тоталитаризм. Каждый шаг человека контролируется через смартфон. Да? Телефон. Да, вот зависимость. Это, ну, не зависимость, а контролируем. Ну, госуслуги. С одной стороны, удобно, но с другой стороны, государство четко знает, что ты, как там, да, вот цифровой след, вот этот момент. Это такой есть, это такой есть. А в традиционное время мужчина становился мужчиной, когда он обзаводился своей семьей. Женщина становилась долбар-хотун, когда у нее не просто дети, но они выросли в больших людей, работников, потому что это же работник все-таки, да? Почему сейчас мало рожают? Потому что, вот Дорбышевский, да, он говорил о том, что почему в Африке очень много детей, а в России мало детей. И вообще урбанизировано. У нас урбанизация 67% в Якутии. То есть 67% людей живут в городах, в квартирах. А детей надо рожать вот в таком ландшафте, чтобы бегали куча детей. Попробуй 12 детьми жить в квартире. В какой квартире 12 детей ты будешь жить? Нет же. А зачем тебе в квартире 12 детей? Посуду мыть, что ли? 12 чашек, что ли? Каждый день. 3 раза в день. Вот это. А 12 детей это как его? Они помогают хозяйству. Старшие с отцом во дворе. Вот так. И главная роль, конечно, это же, ну, опять женская. Ну, без женщин тут никак. Когда мы говорим про долбар-хотун, да, сейчас есть, да, в якутских деревнях, в селах есть такие крепкие хозяйства, которые держат женщины, это раз. И де юре, например, есть СХПК, да, которые держат женщины, это факт, и очень хорошо, богато, да, вот очень такие четкие моменты. В традиционное время, когда мы говорим про женщин, тут все сложно. Нельзя говорить, что женщина была забита, это раз. Нельзя говорить о том, что у нее не было прав, да, у нее были права очень даже таких моментов много. И главное отличие и общность, и отличие от других тюркоязычных народов, скотоводческих народов, о том, что женщины у нас были более свободнее, потому что это факт. Ну, это ландшафт, да, это ландшафт, да. В сакральном плане мы говорим о том, что женщина очень много, у нас с точки зрения сакральности, каких-то вот тем религиозных, мы говорим о том, что якутское общество, якутская культура, она больше матриархальная. Парадокс. Ну, самый главный лозунг, который мы должны закончить, мужчину мужчиной делает женщина. Это самый главный момент.